Вспотел весь. Всем привет, ребятки. Ну что, операция Ясь. Ясь вроде начал клевать, ребята. И я тут недалеко от дома. Ну как, напротив дома, короче. Ну буквально в смысле слова напротив дома. Вот, только переехал через реку. На мотоцикле, в общем. Так, на вечерку. Не знаю, посмотрим. Если поклевки будут, возможно, останусь в ночь и утряночку зацепим. Как вечер покажет. Погода, ребят, непонятная. Вроде и дождь передают. Да и парит тут даже. Ну что там смотрю, там 20% что-то проходит мимо. Вчера тоже думал. Блин, смотрю, дождь. Короче, ладно, думал. Хотел тоже скататься. Не, дома остался. 2 капли прошло и все, дождя нету. А сегодня так, лайтово, ребята. В общем, здесь доехать вообще 3 секунды. Ну, к сожалению, дорогу там, ребят, размыло. И приходится в обход проезжать, чтобы как бы заехать в этот угол. Вот, такие дела. Ну, взял закидухи. Попробуем на кукурузу. Ну, есть еще червь. Побросаем на кукурузу конкретно. Вот. Поклевки будут, не будут. Если что, можно будет комбинировать. Ну, в ночь там, допустим, червь кукуруза. Короче, не знаю. Вот спустился тут. Такой пятак травяной, ребята. Вот. И вот здесь с этих обрывов покидаю. 6 закидушек. Подсачник взял, потому что здесь очень полого. Если будет какая-то рыба, без подсачника здесь делать нечего. Ну, тем более есть. У него губа слабая. Его вот так нахрапом не поднять. Вот. Думал, что куда, что. Сейчас пока домашний, ребят. Вариантов нету куда-то на дальняк. В общем, возле дома. Блин, а вода слепни. Летают. Посидим, короче, вечерку. Может и ночь. Поставил стол, как бы, если сидеть, то кайфовать, ребят, правильно? Вот. Такие дела. Так что попробуем поймать езя. Не знаю, конечно, как тут с зацепом, как тут вообще с рыбалкой. Ну, а что дома делать, да? Вечера такие как бы пропадают. Блин, жалко. Так что как-то так. Короче, ребят, рыбалка у дома. Поехали. Так, ребят, ну что, начнем. Ну, по центру у меня стол. Блин, туча такая идет. Хрен знает. Ну, вроде боком идет. Ну, вот здесь начнем нашу процедуру. Хотел уже, конечно, на фидер выезжать, но ладно. Че, кукурузка? Кукурузка Бондюэль. Крючки большие у меня здесь. Можно надо по 2, по 3. Конкретно на езя. Так.
Все. Поехали. Первая есть. Так. Вторая. Тут не глубоко. То, что и надо, по идее. То, что и надо, ребят. А вот и первый, ребята. Еще не успел закинуть. Мелкий. Красота. Блин, зацепило, ребята. Ну, парило, так чувствовалось, что все равно бахнет. Зараза. Я еще не успел выставить. 4 поставил. Вот еще 2 и уже под язык попался. Ну, тут лес. Спрятаться можно. Я думаю, быстро пронесет с ветром, потому что лето, надо привыкать. Я там, кстати, зонт взял. Но я просто не думал, что я здесь буду. Конкретно в этом месте. Я хотел в другое место. Там как бы полочка. Думаю, мало ли ночью будет дождь. Зонт поставлю. Ну, гроза должна быстро пронести, по идее. Она, блин, уже боком пошла. Все, думаю, ну хорошо. Нет, надо, вот куском зацепила. Да. Такие дела. Ну, подвязочек маленький попался. Это уже радует, ребят. Это уже значит, что можно выхватить здесь. Он просто ударил, смотрю, качает. Ну, небольшой. И все. И потом, если что, отпущу. Мало ли покрупнее попадутся. Ну, вообще посмотрим, что вообще сейчас будет. Не доставился даже.
Надо же, блин. Толком и не лил, а все замокрил, все испортил, блин. Ладно, так, надо первое перезаброшу, ребят. А то гремело, непонятно, что тут у нас. Все, я доставился. Трава есть, конечно, здесь тоже. Травушка-муравушка присутствует. Вот так буду насаживать. Будем надеяться на хорошего езда. Под килограммчик такой. Вот такие места он любит. Течение и глубина, чтобы небольшая. Нормально. Как раз вот такой пятачок, зеленка. Может поклюет сейчас после дождика. После дождика в четверг. Вот после дождя, ребят, крепят в кустах здесь. Отрава. Нет, этот прикольный, это лимонный. Не такой прям этот. Блин, у меня стол тут все залило, блин. Не знаю, подсохнет, не подсохнет. Так, ну все, ребят, что, готово, так скажем. Штук пяток на копчуку. Нормально будет. А так консервы делал, ребят, с езя. Отлично получается. Ну, на севере особо не ценится рыба. Но ловить прикольно, ребята. Дерзкие поклевки. Отдай удочку. Бьет он прям хорош. Боец боецом. Такой под килограмм, если. Не знаю, ребят, я тут рядышком. Да. Сколько езей? Раз, два, три, четыре, пять. Вот жор. 6, 7, 8, 9, 10. Хорош. Червонец, нормально. Одного взяли. Тормози, мать. Почему на кукурузу, ребят? Ну, сейчас, возможно, еще рано на кукурузу. Но на червяк бесполезно. Мелочь просто одолест. Не даст здесь порыбачить. Блин, сел тут под дерево прям. Ладно, ждем поклевку. Опа. Есть контакт, ребята. Еще один. Это покрупнее. Товарищ. Это покрупнее, товарищ. Опа. Пойдет. Ух, сильная рыба.
Что-то затянуло все, ребята. Блин, а? Неужели дождь будет херачить? Придется зонт, наверное, ставить. Может, и в лес даже придется туда переходить. Ну, охота, блин, бегать, потому что это не налим, ребят. Его так не половить. Надо его конкретно подсекать. Была еще поклевка, кстати. Там ударило сильно очень. Бам! Я прихожу, одна горошина висит. Ну, сбил, короче. Ударил и выплюнул. Ну что, второй подъязок. Чуть покрупнее уже. Так, эту перебросил. Эту проверим. Травы тоже много. Почаще надо будет перезабрасывать. Так-то все отлично. Кукурузка висит. Езечек. Охота такого на килограммчик потянуть. Было бы поприкольней, конечно. Пройду сейчас тогда травушку все сниму. Блин, далеко, наверное, бросил. Ладно, побросаем разную дистанцию. Посмотрим, что у нас тут, как говорится. Бандюэль. Даем, говорит, червей из матовой удочки. Пап, да я, говорит, и кашу съел. Там, говорит, сына, говорит, перловка, говорит, в багажнике. Принеси. Пап, говорит, да я ее перловку съел. Как съел? Там, говорит, жмых. Под канистрой принеси. Пап, говорит, да я, говорит, жмых съел. Давай, говорит, дай червей, говорит. И поехали домой. Красотишка. Ну, комаров, конечно, тьма, блин. Вообще крепит, ребята. Походу дождь еще будет. Ну, по прогнозу с 8 как будто начнется. Там всю ночь. Не знаю, сколько мне хватит. С прикормкой, конечно, повеселее бы было. С кормушками. Сейчас бы намутили тут что-нибудь. Подошел бы. А так что, пролетный только. Только пролетный, ребят. Не знаю. Ну что, на кукурузу берет? Берет. Значит, и будем рыбачить. В принципе, и лещ тоже может на кукурузу бахнуть. Ну, место здесь не лещевое, естественно, ребят. Здесь течение. Там уже перекат начинается. Я под перекатом, в общем, стою. Ну, место езевое прям. Такие дела. Ну, сейчас бы солнышко, конечно, повеселее бы было, мне кажется. Затянуло все. И ветер, блин, вообще пропал. Комар здесь возле леса крепит. Надо эти уже тоже спиральки положить уже. Все что-то никак не могу, ребят, я войти в летний режим. Так, ладно, ждем третьего. Поклевка, ребята. Блин, на одну все херачит и херачит. Прикиньте. Как это вот так? Ну, небольшой. Ну, как небольшой, нормальный. Так надо возьмем. Ну, хорошенький уже. О! То, что нужно. То, что доктор прописал, ребят. Хороший. Красавчик.
Третий подъезд. И все на одну. Рыба жила, ребята, разговаривает. У меня звенит. Блин, кайф. Главное на одну все, как это вот, непонятно. Третий подъязок. Но идем на укрупнение. Это меня радует. И главное на одну. На самом деле рыба, ребят, любит не саму кукурузу, а именно зерна, вот эти семечки, которые внутри. Странно, что-то тут вот прям нравится ему. Кочка может какая-то или что. Подсачник пока не беру, не использую. Хотя обрыв, он может сойти. Там вообще очень высоко. Там если зазвенит, в любом случае с подсачником надо. Блин, морось пошла вот эта. Она затянет все, вот так и будет херачить всю ночь. Эх ты ж, погода портится. Обломно, обломно, конечно. Ну впереди там вообще дожди. Завтра там вообще проливной. Послезавтра тоже там 4 капли аж. Блин, зон что ли принести? Поставить. Через одну решил поставить червя. Может повеселее будет. Ну тут, ребят, затянуло все нафиг. Дождяра походу будет. Ветра нету. Ветра нету от слова совсем. Короче, таким дождем пару часиков и весь насквозь. Может, червяк сыграет свою роль. Подкормим. Посмотрим. Есть у нас тут жирненькие такие красавцы. Вот написано с 8 часов. Время 7. Дождь херачит. Так, там у нас кукуруза, здесь червь. Там кукуруза, здесь червь. Не знаю, так, ради эксперимента, ребят. Ах, не дало кайфануть, ребят. Затянуло все насмерть. Ну, вроде вот такой всю ночь будет. Так-то кратковременный, ну, что-то все он полностью. Отнес пару сумок под дерево. Там сумка холодильника, она тряпичная. Промокает. Зонт ставить, не ставить, хрен его знает. Такое себе что-то. Постоим, подождем. Будет поклевочка, не будет поклевочка еще. Такие дела.
Печалька, ребята. Затянул он нахрен. Ну ветер поднялся. Ну это хорошо. О, блин, тут-то с деревьев сейчас капать будет. Тут еще хуже, блин. Тут еще, ребята, хуже. Затянуло полностью нафиг. Давай, давай, прогони. Знаете, вот лучше ливень там 15 минут, нежели вот такая вот, как затянет, и он долбит, 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 долбит. Но все равно свое дело он делает, конечно. Прикольное место, кстати, тут дрова есть, костер можно запалить. Ну, тут не услышишь, если подымешься, там поклевку не услышишь. Хреново, блин. Зимой мороз хреново, летом комар хреново, дождь хреново. А впереди там, ребят, вообще дожди. Я что-то думаю, смотрю такой, что-то вроде там плюс-минус, думаю, может мало ли протянет как-то. Не, фига, зацепило. Если так затянет, то, ребят, придется сворачиваться. Не посидишь, не покайфуешь. Вот 3 штучки попалось вон с вечера, что, поклевывает. Хотя место здесь не сказать, что прям вау. Хотя вот возле деревни вот всегда ловили вот в детстве, да, вот. А сейчас как бы появились там техника, лодки, моторы, и как бы, ну, возле деревни уже как будто не то. Хотя рыба-то есть, ребята. Что троллингом сейчас ходил, он щучка попадается, что зимой вот ставил там донки на налима, хороший налим попался, ну прям возле деревни. А у меня дом здесь получается, ну 300 метров, вот так если напрямую, через речку, 300 метров. Такие дела. Ну, сами знаете, вот эти неизвестные места, они же там, чем дальше, тем рыба крупнее, там, да, ну, это же у всех так. Не, ну, незнакомые места, они всегда манят, конечно, это всегда круто. Это всегда круто. На червя, кстати, мелочь дергает, объедает. Ну, кукурузу зато сидишь, если ударил, значит ударил уже. Тоже свои плюсы, конечно. Не, ребят, что-то сильно подзатянуло уже капитально прям. Затянуло, дай бог. Ну понятно. На червя, ребята, всесущий окунь. Я говорю, кто-то на червя долбил.
заглотил окушки на червя. Блин, ну окунь нам не надо. Нам ясь нужен, ребята. Нам нужен язёк. Нам нужен язёчек. Там вроде как что-то и просвет уже какой-то как будто показывал. Он все равно он тучкой стоит, блин. Зараза. Тишина, ребята. Созванивался сейчас с местными рыбачками, которые здесь у нас орудуют. Вот. Андрюха говорит, зря, говорит, на вечер приезжаешь, что бишь в ночь. Езя, говорит, днем мою. С 2 часов, говорит, начинает клевать, говорит. Хорошо, причем, говорит, берет. И, говорит, так до 6, до 7, говорит, посворачиваемся, говорит, домой. Вот. Ну, понятно, там мужички уже в возрасте, они как бы уже не ночуют. В целом, ну, уже, говорит, проверено, говорит, вот к 7, говорит, и уже и все, говорит, он потом, говорит, затихает. И потом утром, только рано утром, солнышко встает там с 3 часов. Можно половить там до 5, до 6. Короче, надо днем, ребят, ехать пораньше. Я вот приехал, еще, видать, вечерку зацепил, еще, видите, еще ходил, клювал. И все. Не знаю, может, дождя, конечно, испугался. Ну, вот такие дела. Ну, дядьки что, обманывать не будут. Ладно. Поклевку увидали. Увидали. В целом, как бы. Ничего такого. Ну, знал, что дождь будет просто. Думаю, съезжу. Полчасика посижу, ребят, и домой к дочке поеду. Дочь у меня дома там одна. За хозяйку. У подружки там у нее пиццу купили. Короче, там они, у них там движуха своя. Лишь бы там хату не перевернули. Давай еще такой ударчик напоследочек. И я буду доволен. Промок как зюзя, ребята. Ничего тут продуху нету, как и обещалось, так, короче. И синоптики в этот раз не обманули. Ладно, мне было здесь, ребята, хоп, и выскочить. Ну там дорога обломилась. Придется в обход все проезжать. Такая вечерочка, ребят. Ладно. Лето летнее. Тепло, не заболеем. Давайте, ребят, всем удачи желаю. Не попадайте, как говорится. Быть добром. Такой ливень, гроза, блин. Еле доехал.
Весь сырой насквозь. Ну, как говорится, знаете этот. Вася, ты чё? Как говорится, ну вы поняли. Не сидится, хотя понимал. Ты в эти сказочки не верь, когда ты людям сердце даришь. Тамбовский волк тебе не зверь, Тамбовский волк тебе товарищ. Саныч, когда приезжал, подарил. Пока.